Еще раз я вас всех приветствую, снова Леврон на связи, снова ты на ММА братство. Уже какое-то по счету видео за сутки, третье или четвертое, я тоже уже устал немного. Опять появились громкие новости, сейчас расскажу вам, что происходит в нашем бойцовском мире. И пойду отдыхать, отсыпаться после этого большого турнира и всех этих новостей. Вот если сейчас накидаете много лайков за мой труд, буду очень рад, хорошо отосплюсь и будем дальше с вами бомбить, братья мои. UFC подставили Ислама Махачева, или Ислам Махачев создал неловкую ситуацию для UFC. Я бы даже сказал, очень неловкую, потому что UFC этого вообще не хотят. Можно обозначить этот вопрос и так, и по-другому. Дело в том, что боссы в UFC поставили запрет всем бойцам говорить о Палестине. Снова запретили выносить флаги. UFC побоялись, что мусульмане выйдут с палестинскими знаменами. Дана Уайт, как говорят, угрожал бойцам, что разорвет контракты с ними, если кто-то выйдет с флагом. Но Ислам Махачев не послушался их вдвойне. Он в октагоне на весь мир заявил о том, как в Палестине убивают детей обстрелами. После этого ходил с палестинским флагом. А в интервью после боя вообще заявил еще раз на весь мир, что мы едины с палестинским народом. Это слова Ислама Махачева. После всего этого теперь UFC пытаются удалять слова Махачева про Палестину везде, где только можно. В общем, Ислам навел шума не только в октагоне, но и за его пределами. Вот сегодня Ислам Махачев мне напоминает Мухаммеда Али, который бился на ринге с соперниками, а за рингом бился против всей системы. Поехали! С утречка бои ММА, а вечером футбик с друзьями. Сегодня сразятся Тоттенхэм против Фулхэма. Если вам такое интересно, то тогда залетай по ссылке в закрепленном комментарии. Укажи при регистрации промокод БРАТ-ММА. Ставь на свою команду и забирай бонус до 25 косарей на первый депозит. Успей до начала матча. У UFC есть много каналов на YouTube, американские, российские, бразильские, ну и на других языках тоже. Они везде, вот буквально везде вырезали момент со словами Ислама Махачева про Палестину. А вот что Ислам сказал тогда. Победа или поражение? Альхамдулиллях. Я не праздную эту победу сегодня из-за событий, которые происходят в мире. Всем спасибо, кто за меня болеет дома в России. Палестина, мы с тобой. Палестина, мы с вами. Сектор Газа, мы с вами. Остановите это. Остановите это. Почему UFC так боятся слов про Палестину? Почему они пытаются заткнуть даже своих бойцов, но у них это не получается? Они обделались, потому что столько людей смотрели прямой эфир и слышали слова ислама, а теперь стараются удалять неудобные им фразы, а люди в комментариях пишут об этом. Почему вырезали слова про Палестину? Запрещают все флаги, чтобы никто не принес флаг Палестины. Но и тут ислам не послушался. Его братья пронесли палестинский флаг, который ислам накинул на себя после победы. И вот сегодня, смотря на Ислама Махачева, я испытываю огромную гордость и уважение к нему. Не только за то, какой он боец в октагоне, но и за его храбрость за пределами клетки. В своем треке, который вчера вышел, я сказал про Ислама Махачева: непобедим ты чемпион, народ гордится тобой, сына гор. Непобедим ты чемпион, народ гордится тобой, сына гор. Не зря я написал этот трек. Я прям чувствовал, что ислам пойдет против всех. Кстати, кто еще не слушал мой трек про него, послушайте. Вам понравится эта пушка. Ссылка на трек на закрепе под этим видео. А вот что ислам сказал про Палестину уже за кулисами UFC. Я за Ислама Махачева. Он молодец, он красавчик. Ислам, когда ты в октагоне после боя давал интервью, ты сказал очень сильные слова про мир во всем в мире. Почему для тебя было важно использовать эту возможность обратиться к людям и сказать про эти проблемы? Вы знаете, весь последний месяц, пока я готовился к бою, я смотрел новости, все время видел, как развиваются события в Палестине и вообще в мире, и мне было очень-очень грустно. Потому что люди в Палестине, в секторе Газа, у них вообще ничего нет. Их постоянно бомбят, обстреливают, убивают. Убивают же не террористов, убивают простых детей, простых людей. То, что там происходит, это просто в голове не укладывается. То, что творится в секторе Газа, в Палестине. Поэтому я и хотел сказать, что мы едины с народом Палестины.